Здравствуйте. До юбилея Якутска осталось всего ничего, если иметь в виду те огромные планы, которые городские власти строят накануне этого праздника. Причем часть мероприятий коснется напрямую жизни, вернее сказать, качества жизни сотен горожан. Подробности сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Старшеклассница из Якутска Дарья Сальва накануне вечером стала обладательницей титула «Мисс Виртуальная Якутия-2007». Победительница получила в качестве приза эксклюзивную норковую шубку. Дарье 17 лет. Она готовится поступать в медицинский институт и в свободное время занимается волейболом. А всего в этом конкурсе ведь приняло участие 70 человек, а 10 финалисток при этом были определены путем голосования через интернет. Да, и финал конкурса прошел уже реально в развлекательном клубе «Дракон». Надо сказать, что история у конкурса достаточно большая, уже 8 лет ему, и вот этот конкурс последний оказался ведь еще и самым скандальным. Мы рассказывали о том, что среди финалисток затесался в том числе один юноша, который поспорил со своими друзьями, что никто из организаторов конкурса, из тех, кто голосует через интернет, не заподозрит никакого подвоха. Не получилось. Президент Якутии внес в Государственное собрание кандидатуру Евгении Михайловой на пост вице-президента республики. А в первый срок президентства Штырова Евгения Михайлова работала заместителем председателя правительства и курировала образование, здравоохранение и культуру. В пятницу кандидатура рассматривалась в профильном комитете и, как ожидается, будет внесена на сессию Госсобрания республики 15 марта. Следственно-оперативной группой прокуратуры и милиции Якутска была задержана группа лиц, которая занималась нападением на водителей автомашин. Во главе группы стоял ранее неоднократно судимый 23-летний гражданин и трое других участников несовершеннолетние, в том числе 2 девушки. Преступления-то ведь, надо сказать, получили достаточно широкий общественный резонанс. Уже установлено, что вот этот преступный квартет в сентябре убил 2 водителей с тем, чтобы завладеть их автомашинами потом. Оба потерпевших пропали без вести, выехав на своих стареньких «Жигулях» заниматься частным извозом. И эти «Жигули» как раз стали добычей преступников. Да, и кроме того, следствие сейчас занимается тем, что выясняет, может быть, этот преступный квартет был причастен к совершению еще каких-то преступлений. И в заключение сообщение из зала суда, на этот раз арбитражного. Якутский ДСК был оштрафован на 600 тысяч рублей. Городская прокуратура при проверке установила, что комбинат начал строительство семейного кафе на 100 мест без разрешения. Итак, до юбилея Якутска 375-летнего осталось всего ничего. На всякий случай напомню, что праздноваться он будет, как всегда, в сентябре месяце этого года. Подготовка к нему уже идет всем ходом, причем часть этих подготовительных мероприятий непосредственно скажется на жизни сотен горожан. Более подробно об этом глава администрации Илья Михальчук. Какие приоритеты на этот год у нас есть? Первое. Это, конечно, строительство жилья. Продолжение строительства на 16-м квартале в рамках ипотеки городской бюджетной сферы. Это и строительство индивидуального жилья, это и оказание содействия в строительстве жилья для других негосударственных застройщиков. И здесь мы планируем более 300 квартир, введение чисто даже только по городской ипотеке. То, что сегодня мы планируем по ипотечному строительству, учитывая наши проработки в Москве, лимит строительства, как я ранее говорил, порядка миллиарда лимит привлечения бюджетных средств на ипотеку. Здесь активно стараемся вовлекать в строительство жилья и как в юбилейный год, так и в последующие года по линии ипотеки, практически всех и не только государственных или муниципальных заказчиков. Почему? Потому что надо создавать возможности всем строить, а наша главная задача отработать так механизм гарантий, чтобы мы могли выступать гарантами и содействовать таким категориям жителей, у которых не хватает доходов семейных, для того, чтобы просто в простую ипотеку участвовать. Планируется и программа сегодня утверждена ускоренного строительства наших школ. Сегодня осталось 10 школ у нас деревянных с 55, а это мы должны закончить буквально в течение 3-4 лет, чтобы вообще уйти от деревянных школ. В этом году, я уже говорил, мы приступаем к строительству 4-й коррекционной школы и закончим ее
к учебному году 2008 года. Вот за 1,5 практически года. Вторая программа – это план все-таки реанимирования или продолжения, мы раньше его приоритетом считали, строительства канала. Мы хотим в этом году добиться его проточности. Далее, и здесь у нас по дорогам, раз уж мы коснулись, конечно, коснулись канала, то не только его облагораживание, но и строительство дорог. Все-таки мы в этом году огромные деньги предусмотрели. Это порядка 120 миллионов рублей. Третий приоритет – это планируется снос деревянного жилья. Может, это будет как раз вот не в один этап, а в 2, в 3 года, но в этом году активно приступим по улице Дзержинского. Получается как-то не очень хорошо. В город въезжаем, столица Алмазного края, а начиная от Труда до Кальвица идут сплошные деревяшки, далеко еще и с прогибом крыши, и аварийного очень много. Планируем вот этот участок. Но это программа 2-3 лет. Далее мы планируем все-таки в этом году, это будет на 2 года, и, наверное, в следующем году мы все равно закончим, это строительство, активное строительство 2-й поликлиники. Мы планируем строительство к юбилею спортивного зала для наших подростковых клубов. Это в районе Губина и Черяева, внутри квартала, где как раз густонаселенный район. И вот все это как раз вот те конкретные дела, которые мы хотим действительно сделать прорыв в этом году с последующими планами на следующий год. Программ сегодня более чем достаточно. Сегодня идет в самой мэрии идет обновление аппарата. Руководящие кадры, те, кто долго проработали или где-то выработались, или где-то себя неправильно показали, конечно, подлежат замене, что сегодня и делается. И очень жаль, когда я слышу сплошные негативы по отношению к мэрии, к работникам муниципалитетов из-за того, что где-то, когда-то был совершен тот или иной негативный проступок или правонарушение или преступление. Нельзя всех под одну гребенку. Я думаю, такой вот неправильной политикой мы отобьем желанию нашей молодежи учиться управлять обществом. Я считаю, те, кто виноват, те, кто совершил, должны быть наказаны, и здесь жалости не должно быть. А те, кто работают, надо дать возможность доверять, дать возможность работать при контроле и особенно учить нашу молодежь. Итак, в сентябре Якутск отметит 375-ю годовщину со дня своего основания, торжественно отметит. Во всяком случае, мероприятия, которые предусмотрены постановлениями федерального и республиканского правительств, направлены исключительно на это. И все потому, что это, скажем так, не наш семейный, не чисто городской праздник, а событие большого политического значения. На сегодня все. Встретимся в понедельник. До свидания.